Южный Урал. 1,5 миллиарда лет назад здесь бушевало Рифейское море. Поднимались и разрушались горы, приходил и отступал ледник. Сюда в эпоху Верхнего Палеолита пришли люди, создавшие одну из самых древних и уникальных культур в истории человечества. Ее духовным центром и главным святилищем стал Шульган-Таш. Два столетия подземная полость была объектом научных исследований, но никто из ученых даже не предполагал, что главное открытие впереди. В конце 50-х годов прошлого века зоолог Александр Рюмин бросил налаженную московскую жизнь и выехал в прибельский филиал Башкирского государственного заповедника. Расчеты Рюмина оказались верны. Он первым обнаружил в пещере десятки рисунков, нанесенных на стены красной охрой, что доказало его теорию о существовании южноуральского очага первобытной культуры. Это открытие перевернуло все представление о палеолитической живописи, потому что в то время было совершенно однозначно утверждалось, что живопись была только в Западной Европе, в Пиренейско-Кантабрийском регионе, и никакого-то азиатских, российских просторов здесь, в расчет не принималось. По первым сообщениям они были восприняты достаточно скептически. И только приблизительно через год, когда Отто Николаевич Бадер по его вызову приехал в заповедник, посетил, увидел эти изображения, было признано, что на Южном Урале действительно есть древнейшая живопись эпохи палеолита. Руководитель естественно-научного мониторинга Юрий Сергеевич Лихницкий более 40 лет исследует Шульган-Таш. 4 раза в год он приезжает в Бурзянский район. Сотрудники Государственного природного заповедника обращаются к нему Ак-Бабай, что в переводе с башкирского «белый старец» или «хранитель знаний». В конце 90-х годов встал вопрос, а как же все-таки быть с этой уникальной жемчужиной палеолитического искусства? Ведь ясно было, что ее надо сохранять, надо исследовать. И тогда встал вопрос о проведении комплексного мониторинга, то есть наблюдений различных процессов, биокомплекса, с тем, чтобы разрабатывать рекомендации, проводить мероприятия для сохранения живописи. Иначе она будет быстро утеряна. Количество найденных рисунков в Шульган-Таш росло. Известный археолог Отто Бадер обнаружил более 30 изображений животных, стилизованные геометрические знаки, нанесенные охрой и черной краской. Экспедиция Вячеслава Щелинского выявила культурный слой, синхронный настенным рисункам. Выводы ученых не вызывали сомнения. Пещера – древнее святилище последнего периода оледенения от 14 до 16 тысяч лет. Но возраст шедевров оказался значительно старше. Ученый из Инсбургского университета Юрий Дублянский занимается исследованиями в пещере второй год. Цель эксперимента – датирование возраста рисунка современным уранториевым методом. Мы пытаемся продатировать собственные рисунки. Для этого мы делаем что? Во многих местах рисунки нанесены на древний натек. И во многих же местах, как здесь, например, они еще обрастают более молодым натеком. То есть они как сэндвич. А мы используем метод уран-туриевого датирования для того, чтобы
продатировать натек, на котором они сделаны, то есть подложку, и натек, который их обрастает, то есть более древний, молодой. Мы берем их в вилку. Ученые ищут наиболее удобный участок для взятия керна, место, на котором имеется охра. Но это не рисунок, а лишь пространство подле него. Есть красочный слой, есть основание, есть перекрывающий. Отлично. То, что надо. Замечательно. Выяснилось, что рисунки создавались в очень морозный период, в такое обострение леденения, когда никаких натеков не образовывалось. А натеки образовывались, видимо, в интерстадиалах, когда было более влажное время. Самые ранние слои, на которых находятся рисунки, имеют возраст 36-35 тысяч лет, а перекрывающие их около 14,5. Таким образом, чисто теоретически мы могли бы говорить о том, что самые древние рисунки вот имеют этот максимальный возраст. Юрий Лихницкий и ученые из Уфимского института биологии Людмила Кузьмина решили провести эксперимент – изготовить пигмент кустарным способом. Результаты опыта крайне важны для биолога. Колонии микроорганизмов расселяются подле шедевров и представляют угрозу палеолитической живописи. Всего в 2 километрах от пещеры ученые обнаружили залежи бурого железняка. Именно из этого минерала древние кроманьонцы изготавливали краску. Все вот это богатство, оно дает возможность древним художникам сделать прекрасные различные, значит, эти пигменты, которые обычно называют охрами. Здесь надо выбрать особо интересные разности, которые пойдут уже на обжиг. Конечно, все это мы обжигать не будем, но постараемся сделать так, чтобы из различных вариантов у нас образовался наиболее красочный, наиболее яркий красный пигмент. В полученную древним способом охру микробиолог поместит бактерии из зала хаоса, чтобы выяснить, с какой скоростью микроорганизмы могут повредить рисунок. Смотри, здесь достаточно материала, надо все их разбить, и вот эти гематитовые участки, значит, уже пойдут у вас для экспериментов. Красные вот эти участочки, они хорошо видны. О, видите, вот она внутри, вишневая охра. Здесь вот очень хорошо видно, внутренняя часть практически вся перешла в гематит. Вот из него как раз и будет приготовлена уже настоящая охра.
Влажность пещеры, устойчивая температура, трещины на стенах и потолке – все эти условия благоприятны для развития микроорганизмов. Людмила Кузьмина и климатолог Ольга Червецова более 10 лет наблюдают за жизнью грибов и бактерий. Они уже выделили более 90 видов штаммов, но и это не окончательная цифра. Вся концентрация микробных обрастаний сосредоточена в залах с палеолитической живописью. А вот микроорганизмы на рисунке. И вот до сих пор никто не определил, что за вид, как они живут, из-за чего. Потому что это все требует больших денег, это все молекулярная биология, генетика. И никто на это никакие деньги не финансирует. Это на рисунке, вот я сегодня сидела, сидит, все это на рисунке, его жрет. Ученые наблюдают за перемещениями колоний, и пока ситуация под контролем. Однако утверждать, что рисункам не угрожает опасность, еще рано. Вон еще очаг, смотри, какой большой. Пещерная система – это единый живой организм, мир непознанного. Но почему древний человек приходил в залы и при свете костра рисовал знаки, животных, какие обряды совершал и в чем их значимость? Несмотря на то, что археологи обнаружили в пещере Шульганташ 12 культурных слоев, ответы на эти вопросы еще не найдены. Мы думали, что следов деятельности человека в пещере практически не сохранилось, кроме культурного слоя, который был исследован в 80-е годы нашими петербургскими коллегами, и рисунков. На сегодняшний день во всех залах, где есть рисунки, мы обнаружили многочисленные, разные, очень интересные, порой совершенно непонятные следы деятельности человека. Она была очень разнообразна. То есть вот когда мы говорим, что люди туда приходили и что-то делали, это не наша фантазия, не наша интерпретация, наше мнение основано на тех фактах, которые у нас есть. И очень часто на вопросы, так что же делали, мы можем сказать только, мы пока не знаем. Либо мы не понимаем. Пройдет время, да, 3-5 лет, может быть, 10 лет, может быть, 20 лет. Мы разберемся. Пока мы только знаем, что человек не просто заходил в пещеру, смотрел на рисунки и уходил. Нет. Там велась определенная деятельность. Люди проводили там определенное время. Полдня, может быть, целый день. Там не ночевали, там не жили в нашем понимании. Но то, что они проводили там значительное время, это факт, и это очень интересный факт. И особенно, когда мы смотрим на каменные орудия, на них есть следы износа, следы деятельности. То есть люди, там действительно велась определенная хозяйственная бытовая деятельность. Археолог Вячеслав Котов убежден, что мифологические представления древних людей нашли отражение в башкирском эпосе «Урал-Батыр». Действие происходит вокруг пещеры, вокруг озера Шульган, которое возникло от протекания этим волшебным посохом, братом Урала Шульганом, который создал фактически проход в Нижний мир. Оттуда вышли голубые воды, вместе с этими водами вышли драконы в Верхний мир. И казалось, что воды больше нету. Это центр мира. И люди, несмотря на опасность, пытались взять оттуда воды, но змеи на них нападали. И они пришли опять к Уралу, к его сыновьям, и взмолились к нему, чтобы он как-то решил эту проблему. И началась новая битва. Урал выпивает это озеро, но драконы и змеи поразили его изнутри, и он умирает, вставляет социально регулирующие наказы. Башкиры верили в триединство мира. На небе обитали боги, на земле люди и в подземелье драконы. Проводником в эти миры был крылатый конь Акбузат. Миф, который свидетельствует не только о рождении и возникновении Земли, как она появилась, кто были первопредки, но и, повествует о том, какие основные правила поведения должны соблюдать люди, в соответствии с наказом первопредка. Для башкир Бурзянского района пещера Шульганташ всегда была священным местом. Ее оберегали хранители рода. В начале 70-х годов XX века археолог Отто Николаевич Бадер по совету местных аксакалов взял с собой в экспедицию 17-летнего юношу Бориса Абдрахимова, который происходил из рода хранителей пещеры. Он сразу сказал: сынок, ты, говорит, давай собирайся,
приготовь, говорит, одежду. Я хочу, чтобы ты, говорит, во время нашей работы в экспедиции, говорит, был рядом с нами. У них была большая экспедиция. Там было почти около 40 человек. Половина была научная экспедиция, а половина была киностудия «Мосфильм», которая должна была снимать цветной фильм про Капу и пещеру. 3 старца, которые жили еще до башкир. И они башкирам передали это знание. Вот, и в том числе выбрали хранителя. И этот хранитель по достижению 50 лет, значит, вот, должен был вступить в должность, значит, пройти этот обряд. Раз в год он должен по несколько дней жить в пещере, общаться с хозяином, передавать просьбы людей и как-то вот утихомирить его. И только с разрешения этого хозяина пещеры можно было войти в пещеру. Подобного мнения придерживается и Борис Абдрахимов. Он убежден, что пещера испокон веков была сакральным местом, где древние поклонялись духу подземелья. Эпос Урал-Батыр, и Шульган-Таш, и все наши мифы, легенды башкирские, которые вышли из Бурзянской района, это одно целое. Не зря мои предки говорили так. Самая первая инструкция, которую они мне оставили так, чтобы я не смел называть Каповую пещеру Каповой пещерой. Они называли так. Это не пещера, а храм, созданный руками Творца для поклонения Творцу. В эпосе Урал-Батыр и в эпосе Акбузат упоминается приношение девушек хану Шульгену, значит, как жертвоприношение людей, так сказать, хозяину Нижнего мира, от которого зависело благополучие. Вот. И здесь оказалось, что это черепа девушек, молодых девушек, 18-летних, которые были убиты тупым твердым предметом в левый висок. Фрагмент черепа, изрубленного на куски каким-то металлическим предметом, типа кинжала или меча, дополнительное свидетельство того, что это была явно непростая смерть. И даже после того, как черепа были принесены, они их не оставили в покое. Над ними совершали такие вот действия, в том числе, так сказать, вот измельчали на кусочки. А это причем не просто черепа, это головы были, потому что мы нашли и нижнюю челюсть. Причем один из фрагментов был со следами рубки металлическим инструментом. И мы поняли, что это явно, так сказать, достаточно поздней эпохи металла, погребения. Потом это подтвердилось. Рядом с нашим раскопом, в раскопе у Житинева была обнаружена керамика позднего бронзового века, вот, и начала даже раннего железного века, примерно 10-8 века до нашей эры. Но почему в храм приносили черепа обезглавленных девушек? И кому предназначались эти жертвы? Мифологические сцены из эпоса Урал-Батыр, где, вы помните, там приносятся в жертву девушки колодцу-роднику, вот, а в эпосе было прямо сказано, в озеро Шульган они бросались, самые красивые девушки. Вот. И действительно красивые девушки, явно бурзянки по антропологическому типу, как определили антропологи Исупов и Ничволода. И Ничволода сделал пластическую реконструкцию черепа. И генетик подтвердила эти выводы антропологов, что данные черепа принадлежат, вот, собственно, представителям, так сказать, бурзянского этноса. Ну, речь идет о 3000-летней давности. Вы видите вот те самые образцы, которые мы получили в результате обжига. Не во всех образовался гематит, но очень во многих вот в этих жодах вы видите красненькие такие островки красного гематита, который вот является основой для нашей краски, для охры. Какие еще ингредиенты нам понадобятся? Это жир. Ну, жир, к сожалению, не мамонтячий, а, наверное, свиной. А здесь у нас водичка, и мы будем составлять вот эту смесь, которая должна способствовать адгезии, с тем, чтобы эта краска впитывалась вот в известняк, в субстрат. Сейчас мы берем полученный из этих образцов порошочек. Это наша палитра будущая. И вот мы начинаем растирать эту краску. Посмотрим, какая она получится. Его надо растереть в пудру, чтобы это была тонкая взвесь.
Вот, посмотрите, настоящая красная краска, типичная охра. Теперь можно уже добавлять в нее немножечко жира, немножечко воды. Вот это будет уже краска, которая обладает адгезией и которую можно будет уже наносить на наш рисунок. Аккуратненько, тихонечко, нельзя перелить, конечно. Мы добавим сюда водички. Добавляем жиру, тоже немножечко. Это как бы только связующее. Ну, а вот теперь надо попробовать нанести уже этот краситель на рисунок. Сделаем треугольник. Они брали для этого тампоны. Ну, наверное, чаще всего пользовались самым верным инструментом – своим пальцем. Сейчас, конечно, он влажный, он более темный, но мы видим, что он такой бордовый, красный. Когда он высохнет, он станет алым, такие же, как знаки и рисунки в пещере. Знания, интуиция позволили ученому обнаружить и описать в пещере Шульганташ более 200 рисунков и их реликтов. Среди открытий Юрия Лихницкого – каменная палитра древнего художника в зале хаоса. 19 тысяч лет назад древний карманьонец, художник, пришел сюда и положил, отсрочив свою работу на какое-то время, эту палитру в укромное место под глыбу, видимо, надеясь вернуться. Но этого не произошло. И поднял я этот камень с этой краской только через 19 тысяч лет. Вот я открываю ее, и вы видите, что там внизу, лежит охра. Да, не так просто ее открыть. Вот эти вот остаточки охры, они до сих пор используются для датировки красителя, для исследования его состава. Конечно, вот такая удача получить такой материал, она дорогого стоит. В долине реки Белой много пещер, где археологи нашли следы стоянок древнего человека, но рисунков в них нет. Создание рисунков на стен – это была первоначальная задача первобытного человека, но никак не основная. Основная, конечно, строилась вокруг этих рисунков. По всей видимости, выглядело это следующим образом. Несколько племен, которые кочевали, может быть, год, может быть, два в окрестностях, раз в год или раз в несколько лет собирались здесь для решения своих, можно сказать, общих, общественных или, как теперь говорят, социальных вопросов. Например, количество людей в каком-то племени увеличилось, в каком-то уменьшилось. Животные изменили пути миграции. Нужно заново решить и разделить области и районы охоты для каждого племени. Пришло время жениться или выходить замуж. И здесь все эти вопросы должны решаться сообща большим коллективом, вот этим большим объединением отдельных небольших групп племен. Находки археологов подтверждают – каменные изделия из яшмы привнесены из Уральской зоны, а это современная территория Челябинской области. Украшения из раковин с берегов Волги, ближе к Каспию. Даже если эти раковины прошли несколько этапов обмена, мы все равно можем говорить, что человек и те группы, которые посещали пещеру для вот этих общих собраний, они, конечно,
уходили достаточно далеко. То есть это такой и Зауралье, и Предуралье. Это такой достаточно крупный регион. А пещеры, да, как некий социально, может быть, культовый, социально-ритуальный объект, куда люди возвращались и где решали вопросы. По всей видимости, рисунки являлись неким рассказом о мифологических событиях, о основе представлений, жизненных представлений. Мы не можем сказать религиозных, мы не знаем, была это религия и в нашем понимании или что-то другое. Но, по всей видимости, это иллюстрации к определенным рассказам, к основам мифологических представлений, которые и являлись основой мировоззрения. А мировоззрение, идеологические представления, они, как известно, людей сплачивают между собой. С первыми лучами солнца снег над сводом пещеры начинает таять, и потоки воды по трещинам проникают в полость подземелья. Карст, как естественный природный фильтр, очищает воду, но все же часть микробов проникает в пещеру, образуя большие сообщества. Пока эти колонии обосновались в конкретных частях разломов и поверхностей и находятся под пристальным присмотром ученых. Но площади, которые занимают микробные обрастания, уже сейчас могут достигать нескольких десятков квадратных метров. По дороге зал рисунков есть такое место, называется зал Перекресток. И в этом месте микробные колонии, это порядка 5 метров высотой стена, она вся покрыта микробными обрастаниями. И у нас есть опасения, что если будут какие-то строительные работы, то при увеличении трещиноватости в пещерном массиве легче органика будет проникать в пещеру, и, соответственно, это будет питательным субстратом для развития микроорганизмов. Бурные потоки талой воды с плато и горных вершин устремляются в Большой каньон. Пещера просыпается. В 20 метрах над этими лошадками существуют поноры, то есть такие трещины, зоны проницаемости, через которые вода проникает прямо в зал и, естественно, их размывает. Там 3 ручья воздействуют на эту композицию. Как минимум 12 тысяч лет они были закрыты. И в связи с этим они сохранились почти в том первозданном виде, в каком они были созданы. Если все остальные рисунки, Шульганташ, они вот такие бледно-красные, бледно-алые, однотонные, то вот лошадки сохранились в своем первоначальном виде. Они более всего напоминают живопись Западной Европы. То есть она, по сути, разноцветная, полихромная. Она, содержит и темные зоны, там обводка темная, коричневая, красная. На ней есть различные линии, в том числе и черные линии. Кроме того, на нее нанесен еще один знак, так называемая однобокая такая трапеция. То есть это вот сохранность ее намного выше, чем всех остальных знаков, рисунков в пещере. Но, к сожалению, это было на момент открытия. Сейчас вот все эти факторы негативные, конечно, влияют на ее сохранность, и она постепенно деградирует. Древний человек творил свои шедевры в сухой пещере. Но изменился климат, и проникающие с поверхности воды постепенно стали закрывать композицию толстым слоем кальцита.
после того, как Отто Николаевич Бадр с реставраторами вскрыл эту композицию из-под слоя, значит, около 4 сантиметров натечных кальцитовых древних кор, началось ее очень быстрая деградация, разрушение. Но при этом часть композиции, она уже сейчас закрыта слоем тонкого кальцитового натека на границе скального основания стенки пещеры и кальцитовых натеков, на которых, собственно, и нанесены эти лошадки. Существует зона коррозии, там гидроокислы железа, марганца. И вообще существует большая опасность, что эти вот натечные коры вместе с рисунками могут вообще прямо отпасть. Под натечной корой процесс разрушения продолжается. Значит, со временем кальцитовая корка, на которую нанесен рисунок, отойдет от скального основания и разрушится. Чтобы с этим справиться, мы провели одно из мероприятий – тампонаж панора, значит, в каньоне, который значительно уменьшил эти притоки. Ну, конечно, избавиться от воды вот в таком огромном карстовом массиве, который весь пустотелый, как губка, конечно, это невозможно. Есть пещеры, в которых огромное количество, значит, различных заморфных рисунков. Быков, значит, оленей, лошадей, буквально сотни. Такие шедевры, как Ляска, Альтамира, конечно, это очень сложные многофигурные композиции. Ну, а здесь ведь мы имеем нечто другое. Рисунков сравнительно немного. Особенно на верхнем этаже пещеры, в зале рисунков. Рядышком прекрасные стены, галереи, других залов, но нет ни одной точки, ни одного рисунка. Значит, у них была какая-то своя цель, свой канон создания вот такого святилища. В пещере Шульганташ обнаружено 10 изображений мамонтов красного и 1 черного цвета. Они, по мнению российских ученых, по стилю динамичнее европейских, однако некоторые из них имеют вогнутые контуры живота, тем самым напоминая стилистику рисунков Западной Европы. Основное панно восточной стены. Впереди идет такой вот, как мы его называем, мамонт, идущий в гору, потому что он идет вверх, у него очень динамика вот ходьбы хорошо изображена. Потом изображена большая лошадь, которая на острие как бы клина. Стадо. Вот они идут одни за другими вот таким клином. То есть это очень организованное, упорядоченное шествие животных. И только один так называемый мамонт-диссидент смотрит в другую сторону и как бы вот наблюдает за процессией со стороны. Конечно, это говорит об особом стилистическом таком приеме. Это же не те многофигурные композиции, где мы наблюдаем многочисленные полистеты, когда животные как бы рисунки наложены друг на друга. Здесь совсем другая концепция. Это расположенная на 2-м этаже знаменитая галерея рисунков. Всего в 10 метрах от нее поселилась колония микроорганизмов. Это не капли конденсата, а бактерии. Ученые озадачены. Откуда они мигрировали и связано ли это с поверхностными водами? Биологи решили обследовать территорию близ пещеры и родники, чьи воды питают реку Шульганташ. Первый у нас, значит, родник Коралла. Да, дальше Потом пойдет у нас Антон. будет Антон. Так, родник Антон. Да. Потом мы смотрим реку Шульганташ. А вы не знаете, дорога на источник есть? Можно здесь пройти? Можно. Сейчас потом лопатой нужно сгребать. Потом. Ну, там, наверное, да, дорога? А что там делает? Анализ берет. Буду посмотрим. Год, 4 раза в год мы выезжаем
в экспедицию, где мы объезжаем все водотоки. Мы занимаемся изучением бактерий в воде и наблюдаем процессы самоочищения воды в реке. Нам нужно двигать его в одну сторону. Вон туда. Туда двигаем, да? Туда. Сейчас. Лопата нас все равно не спасет, потому что... Так, папа дорогая. Нет, не идет. Дайте-ка посмотрим. Давай лопату. Давай. Попробуем подцепить. Там камень. Да, подоловиться. Давайте я схожу в крайнюю избу и попрошу топор. Давай. Ага, иди. Лопаты не вернутся, две На самом деле. О, а сюда пошел. Отлично. О, что получится. Оба! Алена, держу. Оба! Оба! Алинка зря ходила. Погоди, ноги уберу. Давай, ноги. Оба! Фу, справились. О, налей мне сюда водички. И сейчас померяем электропроводность. Так, отлично. Поехали. Пиши. 227,6. 723,3. Молодец, мы уже работаем. Получилось. 682. Как вы это смогли сделать? Мы его отковыряли. Подряд 3 повторяющихся значения есть? Нет. 641,5 хватит. Благодаря тому, что река Шульган протекает в карсте, воды Голубого озера, они чистые. Но, к сожалению, когда речка Шульган уходит под землю, воды там очень грязные. И существует опасение, что если в деревне возрастет количество крупнорогатого скота, больше будет выпас, то, к сожалению, карст может не справиться с этой проблемой. И тогда в Голубом озере можно будет обнаружить бактерии, которые неблаготворно будут влиять на здоровье человека. В это же время другая группа исследователей во главе с климатологом Ольгой Червецовой обнаружила в купольном зале неизвестные пятна. То есть это не обвал, это изначально подготовленная стена для рисунков. Очень здесь много грязи. Только пятна остались, да? Нужно послать Юрию Сергеевичу, наверное, чтобы... Обязательно. Оля, а ты часто так находишь такие рисунки? А как вот когда их ищу, тогда всегда нахожу, потому что когда нечего делать. А так я обычно другие вещи ищу. Но что изображено на камне? Мамонт или геометрические фигуры? Фото и видеоматериалы Ольга срочно отправляет Юрию Лихницкому. Оля, ты слышишь? Получил я твои вот эти пятна, да? Ну, надо сказать, достаточно интересно. Но пока вот я усилил, да, значит, немножко обработал первый такой слой, ну, так трудно. То, что это вот зооморфные рисунки, вряд ли. Может быть, это геометрия какая-то. Ну, тут сложный случай. Вполне возможно, что это и природная охра. Есть какие-то геометрические линии. Вот тут даже одна линия вроде наподобие трапеции вот такая. Да, похоже, я согласен. Ну что, поздравляю, еще одна новая находка. О чем могут рассказать трапеции или треугольники? Какое сакральное значение несут они? Эксперты из Западной Европы согласны с тем, что у нас вот превалирует значительно больше, чем в большинстве пещер
на Западе различные геометрические абстрактные фигуры. Ведь на некоторых пещерах на Западе, например, в стране басков, вообще нет геометрии вот этой абстракции. А в других она есть. Но преобладают, например, так называемые тектонные формы, то есть прямоугольники, которые под прямым углом прочерчены, значит, отрезки линий. Мы же видим у нас совсем другое. Ну, прежде всего, совершенно специфические так называемые трапеции. Бадр считал, что они очень похожи на формы западные. Но если мы вот их покажем, да, то ясно, что они совсем другие. Мало того, вот в этой трапеции с ушками, расширяющиеся наверх, в различных местах пещеры, их достаточно много, разное количество ребер. То есть это сложная структура. И вот это количество ребер, которые вписаны внутрь, они же ведь несут какую-то информацию. На композиции восточной стены зала рисунков там 12 рисунков, и там 12 ребер. Ну, наверное, это не случайно. Нам-то казалось, что это все несет какую-то информацию. Может быть, даже это может быть и несколько смелое допущение, но мы надеялись, так сказать, на то, что это может быть и какая-то численная, значит, фигура, да, то есть своеобразная палеолитическая цифра. Быть может, древние люди пытались таким образом отобразить число пришедших племен, а геометрическая фигура символизирует сосуд, в котором разжигали священный огонь. Но это всего лишь гипотеза. На Западе чаще всего вот эти геометрические формы, они абстрагируются от животных, они вдали от них, они образуются в какие-то группы, редко рядом. А вот у нас как раз наоборот. Рядом с группой животных обязательно находится вот такой знак, 1 или 2. На верхнем этаже наиболее древние рисунки, как нам представляется, там среди вот этих многочисленных заморфных значит, рисунков находится только одна трапеция. А вот внизу уже другая традиция. И ясно, что эти знаки, они несли в себе какой-то информационный смысл. Та точка зрения, которая превалирует среди западных исследователей вслед за Лерагураном, о том, что есть знаки женские, значит, вот такие круглые, есть знаки длинные, мужские. Человек уже тогда был более богатым, более разнообразным в своем творческих порывах, да, и поэтому надо, наверное, искать здесь все-таки комплекс вот таких факторов. Доступная для посещения пещера Шульганташ на протяжении десятилетий вызывала естественное желание входящего оставить свой след. Вместо шедевров – аббревиатура. Эудаль Гиэмме – ученый с мировым именем. Его специфика – очищение культурных объектов от современной наскальной живописи. D'abord, on a classifié les graffitis par Сначала мы классифицировали граффити. Угольные, нанесенные краской, насечкой. Затем мы провели тесты, чтобы посмотреть, как можно работать с каждым отдельным типом. Большая часть граффити – угольная. Их можно удалить, не нанося ущерб скальной основе. С помощью воды, легкими движениями пульверизатора нам удалось их расчистить. Но были и другие граффити. Более сложный, где приходилось работать кисточками, ватными палочками, скальпелями. Avec un spray avec de l'eau, on arrivait très légèrement à enlever les graffitis de charbon. Par contre, il y a d'autres graffitis dans lesquels ça a été plus compliqué, avec un pinceau, avec des cotons-tiges, avec des scalpels, mais peu à peu on a réussi à tout enlever. От вандальных надписей пострадали не только стены пещеры, но и грунт подземелья. Людмила Сидорова – первый биохимик, который изучает почву Шульганташа. Выводы, сделанные ей, тревожат. В тех залах, где больше всего было посетителей, грунт безвозвратно деградирован.
Анализы шокировали. В некоторых залах, особенно в посещаемых залах, ферменты находились в полном дисбалансе. До того, как пещера была закрыта, там было столько народу, там был перемешан грунт. Разница по определенному ферменту была до 15 раз. Образование грунта в пещере – процесс долгий. Если на поверхности нарастание почвы 2-3 сантиметра за 10 лет, то в пещере это 0,01 миллиметра. Грунты, они точно так же болеют, как и мы с вами. Это болезнь пещеры. Отсюда может быть нарастание на стенах может происходить, поскольку микроорганизмы, которые содержатся в грунтах, они же не всегда там живут. Они могут подниматься на поверхность с потоком воздуха. Вот. А куда они денутся? Они могут осесть на стены пещеры. Опять же, вот эта болезнь рисунков, которая существует, не обязательно она естественная. Возможно, что это как раз наше влияние на пещеру, на как таковую, наше посещение, наше топтание в пещере. Потому что вытаптывание – это смерть для почвы. Смерть для почвы и для грунта. Я сегодня специально просмотрел очень много, фотографий, рисунков пещер из Западной Европы. Там очень редко такие какие-то специфические мордочки у лошадок. Как правило, они очень реалистично нарисованы. Вот этих диких древних лошадей. А здесь мы имеем практически почти все из них, эти лошади, имеют так называемый дельфиний носик, узкий, вздернутый такой, совершенно своеобразная форма. Отвислые такие животики, большая пышная грива, пышный хвост. То есть ясно, что у них были свои особенности рисунка именно лошадей. Когда пещеру открыли, Николай Бадер сначала думал, что это отдельный очаг искусства. Однако после многих лет исследований и он пришел к выводу, что пещера действительно очень похожа на западные пещеры. И на сегодняшний день, с 60-го года прошло более 50 лет исследований, скоро мы можем точно сказать, что эта пещера аналогична в широком и глубоком плане, аналогично французским и испанским пещерам. Вопрос в другом. Между пещерой Каповой и ближайшей пещерой Франко-Кантабрии более 4000 километров. На всем этом пути мы знаем 2-3 пещеры, они находятся в румынских горах. Больше нигде подобных вещей нам неизвестно. Это не значит, что их нет. Это значит, что нам неизвестно. Скорее всего, также на Урале, скорее всего, также на всем этом пути. Просто пока не найдены, либо не сохранились. Ну, смотрите, здесь будет такой осыпной небольшой, потом полого, с небольшой площадочкой. Потом такой, как перегиб, вертикально вниз и пошло туда. Скоро будем погружаться, пойдем в гости к Шульгану, владыке подземного мира. Сентябрь – благоприятное время для дайверов. Команда спортсменов из разных городов России впервые проведет профессиональную видеосъемку. Отснятые материалы необходимы ученым для комплексного исследования подводной части пещеры. По просьбе ихтиологов спортсмены обследуют наличие речной рыбы в озере. Тут
своеобразный такой желтый цвет. Промыто, ходы, тоннели. Ну, здорово, интересно. И достаточно быстро набирает глубину, что, с одной стороны, ее делает, в общем-то, непростой. Вход у нее такой не очень простой, но при этом есть определенная такая таинственная загадочность. Пещера достаточно сложная. Кто-то хочет ее пройти, найти подпроходы, кто-то хочет просто потренироваться. Подводная часть практически не изучалась. То есть по просьбе Лехницкого брались пробы воды, выносились, брались пробы грунта, выносились. Но это как бы в процессе дайва, в процессе тренировок. Бездонный, стремительно уходящий вниз колодец интересен профессиональным дайверам. 15 лет назад англичанин Фил Шот достиг рекордной отметки 80 метров. Подобного погружения больше никто не повторял. Очень хитрым таким образом в нее осуществляется вход. Много узостей, много заворотов, разворотов и так далее. Ну, конечно, эта пещера не для новичков. Очень легко намутиться. Сейчас вот я делал нырок, я когда выходил обратно, я уже практически ничего не видел, если честно. Потому что ты погружаешься туда, прекрасно, все комфортно, все видно, здорово, отлично. Разворачиваешься, и когда идешь в обратную сторону, видно кусочек ходового конца веревки, по которой, собственно говоря, ты выходишь, такая вот нить Ариадны. Со мной же приехали там мои друзья, пещерные дайверы. Мы дружим, собственно говоря. И, в общем-то, была такая идея, то, что посмотреть эту пещеру каким-то способом, чтобы не пузырить. Поэтому они ныряют на ребризерах, на аппаратах замкнутого цикла, а я ныряю вообще без пузырей. Ну и сделать фильм какой-то, что рассказать людям о красоте этих мест, о красоте земли, о красоте страны своей. Вот, собственно говоря, поэтому, конечно, не зря. Для жителей республики пещера Шульганташ – знаковое место. Залы рисунков закрыты для туристов, но тем не менее за год пещеру посещают свыше 45 тысяч человек. Сотрудники заповедника проводят экскурсии. Коллектив Республиканского научно-производственного центра работает над созданием историко-культурного комплекса и музея. Это действительно очень-очень уникальный объект. Потому что даже в западных пещерах, в значительном количестве этих пещер, рисунки есть, а культурных слоев нет. У нас есть все. То есть у нас полные чаши, полный ларчик. Теперь главное его аккуратно открывать и бережно все доставать, не торопиться. Потому что если мы будем торопиться, мы потеряем какую-то информацию. Второй раз раскопать тот же участок мы не сможем. Сама пещера. Она огромна, и рисунки, они необычайны, изумительно красивы, и тем более они очень интересные. Я не ожидал этого, увидеть такое на Урале. И кроме того, в настоящее время имеются результаты датировки. Их возраст достигает 35 тысяч лет. Это одна из древнейших пещер в мире. Все это завораживает.
И я думаю, что в конце концов будет доказано, что это никакие не пришельцы из Западной Европы, а что это вот автохтонный, значит, вот развившийся на месте, но имеющий связь, естественно, и с другими частями, значит, света, в том числе, конечно, из Западной Европы. Это вот наш такой российский, если хотите, палеолит, который имеет особые самостоятельные черты. Исследования ученых продолжаются. Но какие тайны еще сокрыты в подземном мире Шульганташа?